каждого народа на определенном этапе развития найдется свой гений, гордость нации, которые постоянно питают его своей живительной влагой, и творения, которые выражают суть души этого народа. Таким для казахов является великий поэт, просветитель, композитор, мыслитель, общественный деятель, основоположник казахской письменной литературы Абай Кунанбаев. Известно, что Абай всегда мечтал быть не сыном отца, а сыном Отечества. И сегодня он достиг своей мечты и гордо восседает на самом почетном месте, как признанный всем миром мудрый и прозорливый учитель, поэт и гений человечества. Эти слова признания, произнесенные Елбасы Нурсултаном Назарбаевым. Проходят десятилетия, и потомки поэта почтительно склоняют головы перед памятью великого певца казахского народа. Немало стихов написано об Абае Кунанбаеве великими людьми. Что это? Абая ли это портрет? Могущество, слава и песни рассвет. Умом и отвагою равно велик. Какой же с Абаем сравнится поэт? Величие Акына он гордо вознес, грядущего славным примером возрос. Аргын и Найман удивились ему, словам, уподобленным яркости звезд. Течением мысли, как море глубок, а сердце мне шепчет, он был одинок. Без радости, но с душой непреклонной, с досадою гений из мира ушел. Это произведение Жамбыла Жабаева. Великий Абай создает силу и мощь поэзии и полностью посвящает свою жизнь искусству слова. Поэзия Абая многогранна, в ней нашли отражение все стороны жизни казахского народа. Восхищают глубиной мысли его философские стихи, решительностью и болью проникнута социальная лирика. Большое место занимают темы труда, образования, культуры и нравственности. И сегодня для вас прозвучат произведения Абая Кунанбаева. Не просто это звук часов тик-так, то уходящих дней бесспорный знак. Прошла минута, стала жизнь короче, и жизни бег не удержать никак. Тик-так, часы отсчитывают путь, часы напоминают, не забудь. Проходит все, необратимо время, прошедшего вовеки не вернуть. Хоть расшибись, но все же это так. Уносит жизнь привычный звук тик-так. Хоть мы обманывать себя готовы, но втайне понимает это всяк. Так день за днем, и так за годом год, и вот уж старость у твоих ворот. Не вечен, видно, век у человека, и лишь предвечный, верный наш оплот. Язык любви, язык без слов, лишь чувство, ощущение зов, мгновенный взгляд или улыбка, его основа из основ. Когда-то с этим языком я был до тонкости знаком, но для меня его значение, увы, давно уж под замком. Мотыльки, чей светил наряд, вам цветы привет свой дарят, но спугнет гроза, сад примет, и они назад не летят. Людям всем дана, всем подряд, череда удач и утрат, что всегда сомнением томят и скорей ответа хотят. Время гонит всех, стар или млад, время злых помех снять бы рад. Жизнь, тоска и смех, блеск и чад, срок придет, ты смертью взят. Имя гениального сына степи, великого поэта казахского народа, мыслителя, ученого, композитора Абая в наше время известно всему миру. Стихи и песни, философские воззрения, слова и мысли его находят отклик в сердцах людей своей человечностью, любовью, глубиной. Произведения Абая вдохновляют молодое поколение казахов на служение своему народу, поддерживают в нем стремление к просвещению, знаниям, к развитию наций через культуру. Они всегда актуальны. Абай, утверждая, что поэзия – властитель языка, сам был повелителем поэзии, сыном не только отца своего народа, но и всего человечества.